Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто в отчаянии из-за вас? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, кто этот человек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Мои хорошие, на человека вы этого точно знаете, и на этого человека у вас есть обида, потому что этот человек перед вами очень сильно виноват. Да? Человек вас обидел, человек с вами очень плохо поступил. Человек не имел права так плохо с вами поступать, ведь вы ему ничего не сделали. Знаете, как, не знаю, посмеялся над вами, сделал вам больно, да, оскорбил, действительно как-то прям сильно вас обидел. Вы вообще человек очень добрый. И человек такой, отходчивый, да, отходчивый. Но этот человек наследил, тот, кто сейчас в отчаянии из-за вас. Это кто-то из вашего прошлого. Бывший, скорее всего, бывший мужчина. Причем вы расстались либо по его вине, это была его инициатива расстаться, либо вследствие его вот этого действия, поступка, да. Причем поступков могло быть много, а вот этот был как крайний поступок, который переполнил чашу вашего терпения. То есть человек... Давайте я еще лучше на оракуле посмотрю. Не хочется голословно обвинять, но вижу, что вы даже из-за этого человека могли как очень сильно пострадать, либо что-то потерять, в чем-то потерять. Допустим, у вас из-за этой обиды стресс, да, стресс, из-за стресса там, гормональный сбой мог произойти, могло здоровье пошатнуться. Кто-то из девчонок мог попасть на деньги, в долги влезть, да, либо человек вообще мог вас ограбить. У кого-то отыграется, что даже мог действительно физически, да, нанести вред вашему здоровью. Так, человек, которого вы любили, человек, которого вы считали судьбоносным человеком, да, что вы друг другу по судьбе. В человеке вы ничего плохого не видели. Вы думали, что вам судьба с ним идти одной дорогой. По крайней мере, вот вам очень хотелось быть с этим человеком. Человек из вашего прошлого. Человек, с кем вы расстались, но эмоциональная связь в виде этой обиды, она до сих пор есть, присутствует. И еще какой-то страх от этого человека. Либо конкретно его боитесь, либо вы боитесь еще раз, да, в жизни испытать такое ужасное обращение, да, либо такую же обиду испытать. То есть он как будто бы посеял в вашей душе не только страх, но и недоверие ко всем другим мужчинам. Может быть, вообще на всех мужчин обиделись. Девочки, это бывший, который нагадил и ушел. Между вами сейчас как будто бы пропасть. Знаете, он уходил такой гордой птицей и думал: ха-ха, типа, вот я крутой, да, вот я могу, вот я звезда. Может быть, даже к другой женщине уходил. Либо после того, как вы расстались, сразу же нашел себе другую женщину. И даже как на показ это все выставлял. Типа, смотри, да, я на коне, а ты, там, несчастная, страдаешь, рыдаешь. То есть, кто ты без меня? Ты ничего не стоишь, ты ничего не можешь, ты без меня пропадешь. Да, может быть, вот как программировал ваше будущее, что вот ты без меня не выживешь. Смотри, какой я крутой. Вот не хотела мне подчиняться, не хотела там терпеть, да. Вот сама теперь во всем виновата.
Какое-то время длительное между вами прошло. Это не месяц и даже не полгода. Дольше прошло, гораздо дольше. Смотрите, жизнь все поставила на свои места. Это ваше прошлое. Смотрите, он такая типа гордая птица летит на своих широких крыльях, а вы остались вот как птичка с поломанными крылышками. Да? Он вас в таком состоянии оставил. Прошло время. Теперь вы, смотрите, в каком шикарном состоянии, в положении, у вас просто там изобильность, да, изобильность со всех сторон. А он как старый дед на палку опирается, такой тощий, худой, болезненный, знаете, как потерянный. Вы просто как поменялись местами. Он-то думал, что вы пропадете, и он вам это пророчил, а все вышло наоборот. Вы не только выжили, вы не только выстояли, вы еще очень многого добились. Вы за это время прибавили, причем по всем статьям. Вы стали лучше выглядеть, вы стали сильнее, мудрее. Кто-то из девчонок прям очень многого в жизни добился. Кто-то уже отношения счастливые создал, да, семью, там, детей родили. А у него все наоборот. Все наоборот. У него жизнь как будто бы вот прям под откос пошла. В прямом смысле слова. И знаете, как у него еще отыграется? Не резко, быстро, да, что-то плохое с ним произошло, а очень медленно вот этот вот его паровозик вниз так катился и докатился, понимаете, докатился до вот такого состояния старого больного деда, который, видите, сам даже не может идти, ему нужно на кого-то либо на что-то опираться. Может быть, в прямом смысле слова он сейчас на палку опирается, а может быть, как, знаете, сам недееспособный, да, ему нужен человек, который там принеси, подай, помоги. Сейчас этот мужчина в отчаянии, потому что до него дошло. До него наконец-таки дошло. Он стал много думать о том, что со мной произошло, что произошло с моей жизнью. Кстати, у кого-то даже отыграется, что он про вас только лишь сейчас узнал, какая вы стали, чего вы добились, как вы сами себя сделали, вопреки той ужасной ситуации, в которой он вас оставил. Да? И до него дошло, что это же ему за вас бумеранг прилетел. Да? Это потому, что он вас так сильно обидел. Да? Дошло, что вы были самое прекрасное и лучшее, что он в жизни своей видел, встречал, к чему мог прикоснуться. И как он эту драгоценность, этот дар, ну, я имею в виду вас, да, своими же руками пытался сломать. Да, сам же типа отказался от вас. Он просто сидит и плачет, девочки, рыдает, страдает. Ну, кого-то отыграется, что еще и бухает, конечно, но тем не менее, да, сам, да, вот какой я тупой, какой я дурак. Я сам своими руками отказался от счастья, отказался от такой шикарной женщины, от богини отказался. И вот теперь я старый никчемный больной дед, который никому не нужен. Никому. Жизнь прожита, как говорится, проиграна. Ничего нет, никого нет. Один больной несчастный. Вот и все. Все стало на свои места, девочки, в прямом смысле слова. Давайте еще посмотрю то, что с ним произошло. Что это конкретно, да, и почему это произошло. Девчонки, у кого-то даже семья была с этим человеком, как бывший муж, что ли. Может быть, у вас ребенок от него есть. Извините за слово, но просрал он свою жизнь сам. Был шанс быть счастливым, был шанс быть в семье. Но вы действительно, понимаете, для него были как дар небес. А он, видите, помчался за какими-то непонятными мечтами. Вот видите, как в пропасть, понимаете, пошел. Да, сам себя обманул. Ага. У кого-то еще отыграется, что какая-то женщина, которая за вас отомстила. В прямом смысле слова. Девчонки, если была семья, и он ушел к другой женщине, то она его просто отравила. Она была очень ядовитая, токсичная, она выжала с него все соки. И вот как пустой этот выжатый лимон просто на мусорку выкинула. У кого-то отыграется, что его увели по магии, да, и магия разрушила его жизнь. Но опять же, это женщина виновата, которая на него магичила.
Ну, как бы там ни было, он мог сопротивляться. Он мог сопротивляться, он мог поступить по-другому. Тут, знаете, как 50 на 50. 50% вы ему мозги задурили, 50% сам дурак был. Все, девочки, вот так выходит. Ему вас больше не видать. Вот смотрите, да, это он. Ему вас больше не видать. Жизнь проиграна. Сам поставил свою жизнь на кон и сам же ее проиграл. А теперь, да, теперь он в отчаянии. Конечно. Еще хочу посмотреть, что его ждет. Ой, ну тут лечиться он будет от чего-то, куда-то пристраиваться будет. Ну, он у вас чуть ли не бомж уже. Ничего хорошего не ждет. Ничего хорошего. Хорошо, что ждет вас? Вообще, нужно ли вам думать об этом мужчине? Стоит ли заморачиваться на его счет? Но здесь показывает, что обида еще есть, вы еще оплакиваете свое прошлое, да, может быть, лучшие годы жизни, вы считаете, вы на него потратили впустую. Теперь вы понимаете, что все это было иллюзией, понимаете, что это все было не любовь, а яд, понимаете, отрава была. Время проходит, ну, вам, конечно, полегче становится, но все равно иногда вспоминаете об этом. Девчонки, вы совсем скоро от кого-то еще получите вести об этом мужчине, о том, что с ним случилось, и о том, как его жизнь наказала. Знаете, и вы не будете злорадствоваться, вы просто так и скажете. Вот, как говорится, собаки собачья смерть. Вы простите за грубость, но вот прям идет такая информация. Знаете, как по заслугам получил. Так. Смотрите, вас ждет какое-то преображение, в прямом смысле слова. Преображение. Девочки, вы явно будете что-то делать для себя. Кто-то сменит гардероб, кто-то, может быть, какие-то процедуры поделает, прическу поменяете. Вы собой будете восхищаться. И люди, которые вас будут знать, тоже будут вами восхищаться. Весна, понимаете, идет весна. Хоть у нас сейчас осень за окном, но для вас это идет весна, преображение, красота. По здоровью у вас идут улучшения. И плюс, девочки, вам удача еще идет. Везение, удача. Ух ты. Это какая-то новая роль в жизни. Смотрите, перед вами двери открываются. Ключ, замок, зеркало, книги. Слушайте, ну явно новая роль, новое место под солнцем. Ой, девчонки, а вы себя еще проявите, а вы еще себя покажете. Если есть рядом сейчас с вами мужчина, от мужчины ждите чего-то просто замечательного. Подарки, действия, поступки. Если мужчины нет, то просто на пороге. У вас на пороге идет удача, везение, причем в двух направлениях. Именно в направлении саморазвития, самореализации и плюс еще любовная тема здесь вышла, очень так красиво показана. Девочки, с вами все будет просто замечательно и прекрасно. А этому мужчине, который в отчаянии, ну, это все в его руках было, да? Он сам просто, извините, просрал свою жизнь. По-другому тут и не скажешь. А теперь, конечно, он в отчаянии. Да, вот он локоть, да не укусишь. Вот так вот. Каждому свое. Каждому свое. Отпустите, не думайте. Знаете как, если есть возможность, да, простите его. Простите, отпустите и закройте эту дверь в прошлое, никогда туда не возвращайтесь. И даже если он будет вас искать, даже если будет искать с вами встречи, либо просить о встрече, не встречайтесь. Оно вам не нужно. Понимаете, этот мужчина, он проблемный. Контактировать ни в коем случае. Не надо, не стоит и ни к чему. Если вы очень любопытны, и вам прям очень хочется посмотреть, как он там сейчас выглядит, ох, девочки, со стороны, откуда-то, издалека посмотрите, но с ним не общайтесь. Вообще он какой-то на негативе идет, на негативе. Он как будто бы вокруг себя этот негатив распространяет. И в этот негатив очень легко замораться. Замораться не надо, вам это вообще не нужно. Не подходите, забудьте, не смотрите, и пусть доживает свой век, как ему Боженька отпустил, так пусть и доживает. Занимайтесь собой. Смотрите, вы счастливой должны стать. Счастливой очень, и реализованной, и в любви счастливой.
у вас, вот, знаете, как жизнь только лишь начинается. Да, начинается вот как с чистого листа. Либо все то, что вы должны были получить по судьбе, вы начинаете именно сейчас получать. Конечно, это не в один день произойдет, но тем не менее, да, дальше будет лучше, дальше будет больше. То есть и дороги, смотрите, тут вам открылись, и вы на руках у какого-то мужчины сидите, и такая прям шикарная, и у вас прям, смотрите, с правой руки вода льет, да, то есть это будет прибывать по правую руку, по справедливости, по правде и по, как знаете, заслужила, да, все, что заслужила, все будет прибывать. То, над чем работала, то, над чем старалась, это все будет прибывать. Так, прошлое пусть остается в прошлом. А вам, девочки, желаю быть самой любимой, самой счастливой и самой реализованной. Да будет так. Аминь. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.